Я считаю, что он очень высоко оценил и очень скромный труд. Работники разных сфер получили заслуженные награды. В администрации главы региона состоялось вручение грамот и медалей к 25-летию Ингушетии. Мы в дальнейшем по каждому вопросу индивидуально будем разбираться. Как и обещали, вопросы жителей рассматриваются в Миннадсе. Прошел прием граждан по итогам диалога с народом. Понесут наказание все, кто так поступает. Экологи обеспокоены санитарным состоянием реки Назранка. Комиссия выявляла незаконные стоки канализационных отходов на территории водоохранной зоны. Ребенок остается инвалидом до конца жизни только лишь потому, что родитель не привил своевременно этого ребенка. Полиомиелит. Об этой болезни и ее последствиях говорили на конференции в перинатальном центре. Модно, а главное доступно. Дворовый спорт набирает обороты. В Назране прошел чемпионат по воркауту. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости-24». В студии Амирхан Зохтов. Здравствуйте. В зале славы администрации главы республики чествовали людей разных профессий. Там прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Ингушетии. Султана Томова продолжит. Поздравления, аплодисменты, цветы, заслуженная награда за вклад в развитие Родины. Вся церемония как доказательство. Главное богатство республики – это люди. Марзи Даудова уже 40 лет как посвятила себя медицинскому делу. Также она является членом Ассамблеи народов Ингушетии. И сегодня для нее честь получить из рук главы республики почетную грамоту. Я считаю, что он очень высоко оценил и очень скромный труд. Очень было приятно, тем более с его рук, получить награду. Я буду стараться и впредь, сколько хватит мне сил, работать за нашу республику, за нашу солнечную, за нашу родную Ингушетию. В большом мраморном зале славы в администрации главы люди самых разных профессий и сфер деятельности. Педагоги, военные, спортсмены, врачи, политические деятели. Те, кто своим повседневным трудом, энергией и трудолюбием множит славу родной республики. С приветственным словом к собравшимся обращается глава Ингушетии, который отмечает, что к своему юбилею республика подошла с хорошими достижениями во всех сферах. К своему юбилею республика подошла с хорошими показателями. Четверть века для региона – это небольшой срок. За это время республика сделала рывок в будущее. Открыто много предприятий. Мы за 25 лет открыли более 600 предприятий, организаций и так далее. Для небольшой республики, с такой небольшой территорией, это огромный показатель. И самое главное, конечно, мы за это время укрепили свою государственность, укрепили не только в виде герба, флага, не только административными другими зданиями, а в своем сознании. И сегодня каждый из нас понимает, что у нас есть республика, что у нас есть свой регион в составе Российской Федерации, и у нас есть грамотно образованное население, у нас есть великолепная золотая молодежь, и у нас есть будущее. Также Юнусбек Евкуров подчеркнул значительные преобразования, которые произошли в последние годы во всех сферах жизни республики. Именно они свидетельствуют о правильности избранного нами пути и его перспективности, подытожил глава. Во всех отраслях у нас достигнуто успешное продвижение вперед. Основные социально-экономические параметры имеют положительную динамику. В полном объеме мы выполняем социальные обязательства перед населением. Снижается дотационность республики, создаются новые рабочие места. Наши достижения – это позитивное изменение, которое происходит в различных сферах деятельности. Но и, конечно, что бы мы ни делали,
народа. Особо хочется сказать, что самые высокие, хорошие достижения, то, что мы сегодня имеем, это труд вас всех сидящих здесь, ваших предшественников и тех, кто за вами стоит, те трудовые рабочие коллективы. Ну а юбилейной медалью 25 лет образования Ингушетии награждена член Комитета содействия поиску заложников и без вести пропавших Ханифа Мальсагова. И когда труд, выполняемый человеком, оценивается, будь ли это общественная деятельность, будь ли это место основной работы, конечно, это дорогого стоит. Тем более, если оценивается этот труд на государственном уровне. Каждый в зале с большим волнением ждет, когда прозвучит его фамилия. Кто-то с трибуны говорит слова благодарности, а учитель ингушского языка и литературы Марет Картоева, получив благодарность от президента России Владимира Путина, прочитала стих собственного сочинения, посвященный главе региона. 7 букв в вашем имени, 7 крыльев мечты. Глава республики моей, 7-е небо вы как негаснувший костер, вы 7 чудес земли, звезды полярной 7 сестер, светящихся вдали. Вы словно 7 цветов огня, России генерал, 7 этих знаков для меня, священный Юнусбек. Еще одна награда. Министру образования Юсупу Кастоеву сегодня вручают почетную грамоту президента России Владимира Путина. Для него эта награда еще один стимул работать еще усерднее. Кроме того, что мы получили эту награду как за результаты нашего труда, безусловно, эта награда накладывает огромную ответственность. И это, безусловно, станет еще большим стимулом, еще одним стимулом, чтобы мы работали еще лучше для нашей республики, для нашей великой России. А вот о работах Тимура Агирова не знает разве что ленивый. Известный фотограф из Москвы практически каждое лето проводит в горной части Ингушетии. Его работу узнают из сотен, а число фотографий давно перевалило за десятки тысяч. Сегодня ему вручают награду «Заслуженный работник культуры Ингушетии». Очень рад, что этот труд заметен на таком высоком уровне. Я занимаюсь фотосъемкой горной Ингушетии, всех башенных поселков. Готовится печатный фотоальбом. То есть у нас много работы, и рад, что эта работа востребована, и в будущем смогу принести еще больше, наверное, пользы по популяризации горной части. Государственных наград из рук главы региона удостоились свыше 100 человек. Завершая встречу, Юнусбек Евкуров отметил, благодаря усилиям этих людей республика уверенно шагает в будущее. Но останавливаться на достигнутом, конечно, не стоит. После торжественной церемонии награждения по традиции фото на память. А глава региона добавляет, каждый житель Ингушетии должен стремиться, чтобы его имя было увековечено здесь, в этом зале, а значит и в истории республики. Светлана Томова, Гапур, Киев. Новости 24. День работника леса отметили в региональном управлении службы по надзору в сфере природопользования. В этом году лесному ведомству страны также исполняется 315 лет. Труд в лесном хозяйстве всегда был нелегким. Эту профессию выбирают люди, обладающие чувством огромной ответственности за сохранение и приумножение красоты, богатства своего родного края. Лучших работников этой сферы со всего региона наградили грамотами и благодарностями. Грамота, награждается Килиматова Магомед Исаевич, инженер-лесопатолог нашего центра, почетной грамотой и денежной премией. Мы отмечаем наиболее отличившихся сегодня наших лесников. Мне, пользуясь случаем, хотелось бы их поздравить, пожелать им здоровья, всего самого хорошего, чтобы они работали во благо развития лесного хозяйства, чтобы их усилия были направлены на выполнение задач, направленных на защиту, охрану, воспроизводство лесов. В правительстве продолжают рассматривать обращения от жителей, поступивших на программу «Диалог с народом». Вопросы, находящиеся в компетенции Миннадза, будет решать руководитель этого ведомства. Он провел прием граждан. К Улану Евлоеву обратились несколько человек. Об их просьбах расскажет Залина Могушкова.
Лидия Мистоева – вынужденная переселенка из Северной Осетии. Сейчас проживает в Карабулаке. Она, как и любой в статусе беженца, претендует на право получения компенсации. Однако женщины негодуют, уж слишком долго движется очередь. Ее вопрос не остался без внимания и получил отклик в региональном Миннаце. По данным министерства, она в списке 255-я. Из прошлого года переместилась на 200 с лишним строчек вверх. То есть очередь не стоит на месте, и программа реализуется поэтапно. Будет жилье выдаваться, не будет, или сертификат будет выдавать? Для вынужденных переселенцев в Северной Осетии жилье не выдается абсолютно в категорической форме, выдается сертификат. В этом году выделили 807 миллионов рублей. Это огромная сумма. Десятки раз даже меньше было в соседних регионах. Но в этом году тоже, в 2018 году, я думаю, будет хорошая сумма. И у вас есть надежда. Министр тщательно рассматривает вопросы, которые поступили на программу «Диалог с народом». Напомним, что 6 сентября Юнусбек Евкуров отвечал на вопросы жителей республики. Однако не все обращения успели прозвучать в прямом эфире. Их обрабатывала специальная комиссия и распределила по соответствующим ведомствам. Так, в Миннац поступило около 30 вопросов. Большинство из них связаны с проблемами жилищного обустройства. Однако затронуты и темы общественного значения. Тамерлан Далаков пришел с предложением построить ФОК в Чермени, чтобы молодежь могла себя занять чем-то полезным, а не пропадать в сомнительных компаниях. Очень важный вопрос. Это вопрос мы на уровне администрации главы республики, на уровне правительства республики уже поднимали, десятки раз проводили совещания по этому вопросу. По незанятости молодежи пригородного района, я имею в виду ингушской национальности. Милана Альянова из поселка Майская жалуется, что у них не проведен газ. Этот вопрос не относится к компетенции Министерства по внешним связям и национальной политике республики. Но министр пообещал походатайствовать в решении проблемы с местными властями пригородного района и Майского. По всем этим вопросам дали исчерпывающие ответы. Мы в дальнейшем по каждому вопросу индивидуально будем разбираться. Значит, хотя и касается этот вопрос Миннаца, не касается, все равно мы будем по каждому вопросу разбираться индивидуально, как я повторяюсь. Согласно графику, в Миннаце прием граждан проводится каждый третий вторник. Поэтому, кроме проблем, озвученных на программе «Диалог с народом», на встрече поднимаются и те, что поступают в приемную в обычном режиме. Залина Могушкова, Адам Далаков, Новости 24. Вопросы, поступившие на программу «Диалог с народом», обсуждались на совещании в Магасе. Встреча прошла под руководством главы Ингушетии. По вопросу софинансирования программы по предоставлению жилья молодым семьям Юнусбек Евкуров отметил, что это большое подспорье для молодежи. Он поручил разработать молодежную программу и соответствующую документацию. Этот проект, по мнению руководителя субъекта, заинтересует многих инвесторов. Евкуров дал Кабинету министров месяц на изучение проекта совместно с муниципалитетами и поручил подготовить соответствующие предложения. По итогам программы «Диалог с народом» 472 вопроса. Из них 443 обращения распределены для рассмотрения по исполнительным органам государственной власти, местного самоуправления республики и иным организациям. Покажите, сколько у нас молодежи, что это основной там такой помощь, подспорье для программ дотационных регионов. И как нам с этой ситуацией справиться? Вот эти там протокол запишите, буквально завтра, мне к концу дня мне эти письма представьте. Понятно? Ну а для вас, для самих задача такая, тоже протокол несите это все. Был я сейчас в Самаре, посмотрел, там, посмотрите, я там задачу поставил, в том числе Калиматову Махмудову, Росприводнадзор, который самарский. Ну, вице-премьер там и подрядчик, который строит, тоже там готовы они поделиться проектами. Хорошие проекты, трехэтажные дома. А там, конечно, это проект, там у них там порядка 30 тысяч квадратных метров, даже стройвариант. Но мы можем такие дома ставить. Они могут быть такие из более экономных материалов, но прочные дома. Мы могли бы такую программу молодежную придумать.
есть микрорайоны, где мы должны строить там и в Сунже, и в Малгобеке, и в Карабулаке, и в Назране, и в Магасе, ну, кроме Магаса. Эконом-жилье для молодежи, чисто для, вот назвать его там молодежная программа. И вот то наше софинансирование, которое есть, мы могли бы его вложить в виде, и здесь тоже в письме можно было бы указать, там, наше софинансирование не 5%, а бесплатное представление там, земли, там, и так далее, и в итоге там, посмотреть, сколько у нас софинансирование получается. Не деньгами, а даже такими. И здесь, если мы с инвестором договоримся, то есть инвестор строит 2 дома. Один дом строит для себя инвестиционно, чтобы он заработал, а второй дом стоит там, у нас сейчас по молодежной программе 70% софинансировано, так, у молодых семей. А мы здесь могли бы сделать, там, построить вот эти дома, и так, только там надо строго там, очень соблюсти этот порядок, 50%. А 50% строить за свой счет этот подрядчик, инвестор, которому мы вот эту разницу даем не деньгами, а участком земли там, или там, возможностью, где он может реализовать и заработать деньги. Изучим опыт сама. Там изучите этот опыт, посмотрите, и я вам там месяц срок даю, где могли бы уже начать эти пилотные проекты. Здесь уже главам администрации надо в виде поручения направить бумагу и до месяца, там, в течение месяца изучить, инвесторов подыскать, площадки подыскать, посмотреть. Например, в Сунже там видно, там известно, где эти площадки. В других местах, где эти площадки, где можно дома ставить. Юнусбек Евкуров провел встречу с исполняющим обязанности главы Росреестра по СКФО Владимиром Новенковым, руководителем регионального управления и директором кадастровой палаты. Стороны обсудили вопросы деятельности управления Росреестра по Ингушетии, а также задачи, касающиеся реализации в регионе 2 целевых моделей – государственной регистрации прав и кадастрового учета. По словам Владимира Новикова, работа Росреестра по СКФО непрерывно связана с региональными органами исполнительной власти. Управление Росреестра по Ингушетии достойно выглядит на общероссийском уровне и занимает хорошие позиции в разных рейтингах. Юнусбек Евкуров поблагодарил Владимира Новикова за внимание и положительные отзывы о работе республиканского филиала и отметил, что региональная власть готова поддерживать их предложения. Хотелось бы, чтобы взаимодействие есть, и я хочу сказать, что и управление Росреестра по Республике Ингушетия, и филиал достойно выглядят на уровне общероссийском, занимают неплохие места в рейтинге. Если по управлению, то это 39-е место на настоящий момент из всех субъектов. По филиалам сейчас нет рейтинга, в этом году не выстраивается, но в передовых всегда Рукията Заматгиреевна в первую десятку входила. Здесь очень мы довольны тем, что как вот выстраивается работа, но тем не менее много зависит от взаимодействия с органами власти. Мы сейчас начинаем работать по молодежной программе, чтобы сегодня на президиуме правительства я буду об этом говорить, чтобы молодежи помочь там строить какое-то жилье, там, чтобы эконом-жилье, чтобы они там не на 70%, а 50% софинансировали вместе с государством. Здесь мы там хотим посмотреть, а кто должен это жилье получать. Чтобы не получилось, что те, которые получили земельные участки, все получили, а еще там еще жилье на халяву получили. Это не должны допустить. А мы у вас будем запрашивать. Они по закону должны там все это дело проводить. Да, у нас есть вопросы, связанные и то, что мы приостановили, пока идет судебное дело по Магасу, по другим, когда в городе просто направо-налево чиновники придумали схему, земли, коррупционная схема. Якобы дали в аренду, а на самом деле продали. Мы этого должны допускать, там надо порядок навести. А вот в этих делах давайте и в границах муниципальных образований нам ничто не мешает делать до 100%, а не там 98 или 92%.
Санитарное состояние водоохранной зоны Назранка вызывает тревогу у экологов. Эту проблему пытается решить специальная комиссия, в которую входят главы муниципалитетов, участковые и сотрудники других ведомств. Они совместно выявляли и ликвидировали незаконно проложенные местными жителями сточные трубы. В рейд выезжала и наша съемочная группа. Несколько улиц по Назране в буквальном смысле утопают в канализационных стоках. Причем виноваты в этом сами жители окрестных домов, которые, судя по всему, не брезгуют сливать нечистоты там, где и живут, отравляя при этом жизнь и добросовестным соседям. Участникам рейда не удалось сегодня поговорить с некоторыми нарушителями. Кого-то нет дома, а кто-то просто не хочет открывать дверь. Но ликвидировать канализационные трубы все-таки придется. Впрочем, на других улицах такая же картина. Например, по Итазово, чтобы устранить нарушения, пришлось привлечь тяжелую технику. И вот эти вот несколько улиц оставались по плану. Сегодня с администрацией города Назрань работа организована по выявлению и ликвидации этих оставшихся канализационных труб. На каждого этого жителя будет составлен административный материал участковыми инспекторами. И, соответственно, понесут наказание все, кто так поступает. В стремлении навести порядок на улицах города комиссия в очередной раз сталкивается с проблемой. Многие не желают даже слушать представителей комиссии, считая, что их действия не нарушают порядок. По их словам, это просто вода, которая течет из кухни и от которой никому никакого вреда не будет. Местные власти не раз пытались донести до жителей с точки зрения и закона, и религии неправильность их действий. С правонарушителями неоднократно велись беседы, рассказывая, какой урон они наносят природе. Некоторые жильцы не выходили из дома. Мы сказали соседям, чтобы передали, чтобы вот такой вывод этих трубопроводов, канализационных трубопроводов на открытую ливневую стоки недопустимы. Чтобы они сами убрали. Ну, как видите, они не убраны, сегодня приходится их убирать. А вот Хасан Гелисханов, который живет по улице Мира, рассказывает, что во время ремонта первым же делом выкопали канализационную яму. Ведь загрязнять природу не позволяет не только религия и ингушский менталитет, но и совесть. Канализация А вот сосед пример Хасана брать не стал, и нечистоты скапливаются прямо перед их домом. А дальше стекают к соседям по ливневке. Сегодня ни его, ни других комиссия уже не предупреждает, а идет на крайние меры. Это коснется каждой улицы города Назрань. Мы очень просили бы жителей города Назрань с пониманием относиться к этому, и чтобы они прекратили выбрасывать свои грязные отходы на улицу. Отныне привычку выливать сточную воду на улице придется забыть. Неприятный запах – полбеды, говорят участники рейда. Нечистоты, протекая вдоль всей улицы, уходят в русло Назранки, санитарное состояние которой экологов беспокоит не один год. После ликвидации нарушений в Назране комиссия планирует провести такую же работу и в других населенных пунктах Ингушетии. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев. Новости 24. На повестку дня очередного заседания народных избранников региона вынесли 13 вопросов. Они касались изменения в законопроект о государственной и гражданской службе и муниципальных выборах и об инвестиционной деятельности в регионе. Особое внимание парламентарии уделили проблеме водоснабжения, которая возникает в республике каждое лето. Депутаты намерены обсудить наболевший вопрос с правительством Ингушетии, чтобы избежать подобной ситуации в следующем году. Мария Мамриева отчиталась о подготовке к парламентскому часу, на который депутаты пригласят руководителя Минобра Республики Юсупа Костоева. В сфере образования также накопилось много вопросов, такие как ситуация вокруг учебников по ингушской истории и результаты ЕГЭ. Профильный комитет парламента объявляет сбор вопросов от жителей республики к министру образования. Уважаемые жители республики, 27 сентября в Народном собрании Республики Ингушетия на очередном заседании Народного собрания будет заслушан министр образования и науки Республики Ингушетия об итогах прошедшего учебного года. Мы обращаемся ко всем жителям республики с просьбой направить в Народное собрание Республики Ингушетия вопросы, касающиеся сферы образования. Они носят различный характер. Вы можете задавать эти вопросы, которые у вас не были решены. Возможно, у вас возникли вопросы по обеспечению учебниками или по устройству ребенка в детский садик, или
или по устройству ребенка в школу. Не имеет значения. Любой вопрос нами будет принят и задан министру образования и науки. Стоит ли прививаться? Этот вопрос стал главным на конференции, которая прошла в перинатальном центре. Врачи узких специальностей затронули актуальную проблему вакцинопрофилактической деятельности детского населения от различных заболеваний. В частности, говорили про полиомиелит и его последствия. Это крайне опасное вирусное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы и параличом конечности. Хотя в республике пациентов с таким диагнозом не выявлено, медики активно включились в профилактическую работу по вакцинации детей. Но многие родители категорически против вакцинации. Мы сегодня увидим в средствах массовой информации, различных источников, в соцсетях много людей говорят, которые за то, что нет необходимости делать вакцинацию, а даже есть ярые противники этого. И мы, проведя эту конференцию, хотим поставить некоторые точки над «и» сказать, что насколько это необходимо. Ведь даже те случаи, которые у нас, допустим, возникают с острым вялым параличом, возникновением коклюша, паротита и так далее, мы видим, как зачастую возникают очень большие осложнения, и тот или иной ребенок остается инвалидом до конца жизни, только лишь потому, что родитель не привил своевременно этого ребенка. Ингушские спортсмены и деятели культуры готовятся к Кавказским играм. Фестиваль культуры и спорта в этом году пройдет 30 сентября в Северной Осетии. Его участники будут соревноваться в различных дисциплинах. Ингушская сборная по результатам районных отборочных соревнований уже сформирована. Подготовку спортсмены проходят в Мужичи. С ними встретился Тамерлан Хамхоев. Прошлогодний фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, прошедший, кстати, у нас в Ингушетии, запомнился прежде всего безоговорочной победой ингушских атлетов почти во всех дисциплинах и направлениях. Доказать, что они лучшие, и подтвердить этот статус еще и в гостях – вот задача, которая стоит перед ингушскими спортсменами. И относятся они к ее выполнению со всей ответственностью. Бег на ходулях, перетягивание и лазание по канату, армрестлинг, подъем тяжестей и многое другое. Все это звучит как пособие по общефизической подготовке для любого спортсмена. Однако среднестатистические показатели не для этих ребят. В своих дисциплинах они привыкли быть на первом месте. Перенос тяжестей – одно из направлений, где у ингушских богатырей все, что называется, схвачено. Следит за этим неоднократный победитель Кавказских игр Сурхот Ункаев. Кугушка адло, она водома везде, тунцане галиш, а чудохкаш, погали чудо, а по скорости сазгали чудоли, 150 метров, да, уйди, и 50 хавохо, хавохо, одах диса, разгружать дис. Кагинах каждый саг, она шуки, кагинах мы будем хор сагу шин ёшо вит хаест. من شين ديكو كرة دا الخيط что хамади цанне цахал жукун вожгуля хул. Але Оши, но улоца ешь каждый чушищий дисциплин, заниматься, да? Каждый чушищий дисциплин уступает до охошь. Бег на ходулях – еще один вид спорта, где Ингушетия не первый год другие регионы к себе и близко не подпускает. Инициаторы Кавказских игр просто не имеют права дать слабину. И результаты пока вполне неплохие. За ходом подготовки ребят к фестивалю культуры и спорта народов Кавказа следят их тренеры. Рассчитать нагрузку и следить за состоянием спортсменов тоже важно. Справляются ребята на отлично. Особенно радуют показатели армрестлеров, делятся тренеры. Мы сейчас с ребятами отрабатываем технику, скорость отрабатываем. В прошлом году ребята неплохо выступили, каждый год они на играх призовые места занимали. Первые места у нас всегда были по спорту. Вот сейчас в этом году посмотрим, над ошибками работаем. Сейчас сбор у нас осталось 2 недели осталось. И подготавливаем, посмотрим, как им покажет себя. Ребята очень выносливые, такие, с характером. И борются до последнего. Не отдают руку, держат работают, слушаются. На другой площадке до отдыха тоже очень далеко. Исмаил Хамхоев готовится к своей части соревнований. Победитель прошлогодних игр, хотя в троеборье он сравнительно недавно, а система подготовки у него и тренера уже выработана. Отлично. Силовой троеборье. Видится, киркос шусовоз. 12 килограммов камень. Хосыш бы шит килмбид ахта. Ханс прит кил, елхит кил. Готовятся атлеты к фестивалю на базе отдыха в Мужичи. Оценить тренировочный процесс ребят приехал и министр спорта, который не сомневается в очередном триумфе ингушских атлетов. Конечно, возлагаем мы надежды и каждый год, потому что основателями этих Кавказских игр, ингушских игр является Республика Ингушетия, и нам не подобает быть где-то на хвосте.
А как мы знаем, в прошлом году сборная команда Ингушетии заняла призовое первое место. И в этом году у нас задача быть в числе призеров, не ниже третьего места. Спортсменам есть куда расти, ведь предела совершенству нет, считает старший тренер. Надо постоянно стремиться улучшать результаты. Вроде бы тренировочный процесс нормальный. И мы сравниваем прошлогодние результаты и в этом году. Ну, вроде бы в некоторых местах мы уже некоторые результаты улучшили, а некоторые еще надо дорабатывать. Мы-то вообще, если было у нас в республике легкая атлетика очень слабо развита, поэтому там проблема у нас. А так, остальные другие виды мы выступаем, у наших козыри, например, вот это все виды, которые я сказал, это наши козыри, мы можем в любом случае быть в призерах. Фестиваль стартует уже 30 сентября. До его начала не так много времени, а каждодневные многочасовые тренировки – залог будущих побед. Тамерлан Хумхоев, Гапурчик, Киев, Новости 24. Серебряного призера первенства мира по греко-римской борьбе чествовали сегодня в Минспорте региона. Мухаммаду Евлоеву и его тренеру Руслану Белхароеву министр вручил благодарственные грамоты. Наш спортсмен на мировом помосте показал блестящее выступление. Напомню, воспитанник спортивного клуба Ади Ахмад Мухаммад Евлоев на проходившем в Афинах недавно первенстве мира по греко-римской борьбе выступал в весовой категории 85 килограммов. В финальной схватке ингушский борец с небольшим разрывом в счете 5-3 уступил турецкому спортсмену. У этого молодого человека все еще впереди, только его первые старты, и сразу стать призером чемпионата мира – это довольно-таки высокий результат. Сегодня я их пригласил поздравить с таким результатом, поддержать нашего спортсмена. Конечно, мы всячески будем помогать нашим юным спортсменам, и за этот высокий результат мы будем его чествовать в конце года, поставим на стипендию. Этот год уже закончился, следующий год уже Россия, России, год олимпийский есть, юношеский. Кто Россия хаяхкары уже на олимпийские игры по юношам варианте, готовится, бережь. Дворовый спорт заманивает все больше молодых людей, предпочитающих здоровый образ жизни. В Назрани состоялся 3-й чемпионат республики по воркауту. Он проходил 2 этапа – индивидуальный фристайл и двоеборье. Участники соревнований показали сложные элементы, требующие физическую силу и умение держать равновесие. Материал Заремы Евлоевой. Их труд – это не только физические нагрузки, но и воспитание силы духа. Ведь только переборов себя, можно достичь поставленной цели. Чемпионат Ингушетии по воркауту проходит 3-й год подряд. Одним из первых в индивидуальном фристайле выступает абсолютный чемпион прошлого года Зелимхан Барахоев. Он один из первопроходцев в этом виде спорта в регионе. Молодой человек не только выступает на соревнованиях республиканского и мирового масштаба, но и открыл во Дворце спорта секцию по легкой атлетике. И теперь Барахоев воспитывает целое поколение будущих атлетов. В индивидуальном фристайле я показал очень сложные элементы, достаточно очень сложные элементы. Были также очень сильные конкуренты. Посмотрим, после окончания двоеборья будет уже ясно, кто победил. Шведская стенка, турник, каскады, брусья. На первом этапе атлетам дается ровно 3 минуты, чтобы удивить коллег и судей. Здесь учитывается как статика, так и динамика выступления. Мовсар Акбиев – самый молодой участник соревнований, ему всего 16. Ежедневно воркаутер по 2 часа в день уделяет любимому виду спорта. Отработать на отлично на первых соревнованиях помешало волнение, но в общем своим результатом спортсмен доволен. Это доступный вид спорта, который надо особо платить. Дворовые площадки почти в каждом населенном пункте. И этим интересно заниматься в общем. Молодежи этот вид спорта нравится, а Комитет по делам молодежи такую полезную инициативу с радостью поддержал. Эта воркаут-площадка в Назрани считается самой крупной в Ингушетии. Те, что поменьше, постарались установить не только в городах республики, но и в таких отдаленных селах, как, например, Акиюрт. Пока в регионе проводятся соревнования лишь республиканского масштаба. Но Сулейман Игиев обещает, что это только взлетная полоса. В следующем году мы обязательно сделаем такое мероприятие в масштабах СКФО. Все ребята соседних регионов
будут у нас в республике соревноваться за первое место, мы обязательно проведем такой масштабный, большой турнир. Судьи, ведущие, участники и зрители – все эти люди увлечены одним общим делом. Поэтому даже в перерывах спортсмены показывают друг другу новые элементы. Волна спорта накрыла молодежь. И это, пожалуй, самый эффективный способ защитить и отучить ее от вредных привычек. А уже 1 октября Зелимхан Барахоев представит Ингушетию на открытом чемпионате Дагестана по воркауту. Так что болеем за наших. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.